132 миллиарда рублей оценивает общую сумму долгов в Башкортостане региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Количество исполнительных производств превышает 1 миллион 600. Обсудим ситуацию, узнаем рекомендации, как не испортить себе длинные майские выходные и предстоящее лето. У нашего гостя сегодня с нами Ильнур Махмутов, главный судебный пристав по Республике Башкортостан. Ильнур Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти цифры, очень большие. Цифры отличаются от прошлогодних в связи с тем, что в соответствии с законом федеральным 215, который был принят в поддержку населения в период пандемии, мы не имеем возможности оканчивать ряд категорий исполнительных производств, так как просто не посещаем место проживания наших должников граждан. Эта работа, естественно, будет возобновлена с 1 июля текущего года, и я полагаю, что суммы долгов и количество производств оно войдет в стабильное такое русло. Кто относится к этим категориям? Давайте напомним. Это должники разной категории. Это долги, естественно, в первую очередь о взыскании кредиторской задолженности, это и налоги, не уплаченные вовремя в срок, коммунальные платежи, конечно, алименты и всяческого рода штрафы, наложенные уполномоченными органами. В этом году у нас длинные майские выходные. Президент России Владимир Путин объявил о том, что выходными будут с 1 по 10 мая. Да, вот кому будут применять судебные приставы ограничения права на выезд? В соответствии с законом мы обязаны применить эту меру достаточно серьезную в отношении любого должника, который имеет сумму долга свыше 30 тысяч рублей. Но при этом надо иметь в виду, что если у вас этот долг не оплачен, любой долг свыше 10 тысяч рублей не оплачен более 2 месяцев, вот эта планка снижается до 10 тысяч рублей. Ну, по сути, получается так, что в основной массе все наши должники, которые сейчас не оплатили штраф, долг, кредит больше суммы 10 тысяч рублей, ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Напомню, что на сегодняшний день число ограниченных в праве выезда за пределы в республике числится порядка 410 тысяч наших должников граждан. Ильнур Анварович, рекомендации, алгоритм действий того должника, который может попасть в эту ситуацию? Ну, во-первых, естественно, не паниковать. Если вы даже попали в число невыездных граждан в период, когда уже купили какие-то проездные документы, естественно, там уже находитесь в месте отлета или отъезда и собираетесь по каким-то причинам отдыхать, либо по командировке пересечь границу Российской Федерации, незамедлительно принятие решения погасить этот долг. Потому что сейчас по действующим нормативам и закону мы имеем возможность снять это ограничение довольно-таки быстро. Но, опять-таки, здесь может сработать технический фактор, и вы можете расплатиться с долгами не по тем реквизитам. Конечно же, поэтому, в первую очередь, мы рекомендуем, перед тем, как планировать любые поездки за пределы Российской Федерации, хотя в этот период, наверное, там сложно это планировать, закрывается направление, но все-таки, если поездки вы планируете, в первую очередь проверить наличие исполнительных производств, неоплаченных задолженностей, в том числе там, может быть, какие-то незначительные суммы. Поэтому, перепроверив, естественно, не попадете в такую ситуацию и наверняка не придется откладывать поездки. Но при этом, если вы попали в ситуацию и уже нет никакой возможности, скажем так, быстро, очень оперативно погасить этот долг, первым делом, естественно, сдать билеты, чтобы у вас не было каких-то потерь, связанных с возвратом этих билетов, решить вопросы, связанные с оплатой долга, и после этого уже планировать заново поездку в пределы Российской Федерации. Если мы говорим про возбуждение исполнительного производства, то каким образом человек может узнать, что в отношении него есть такое производство? Самый простой доступный способ – это наш банк данных исполнительных производств. Это наш сайт. Очень просто набиваете на поисковике, любом поисковике нашу службу, соответственно, там удобный, понятный интерфейс. Но самый надежный, самый простой способ – это единый портал госуслуг. Я напомню, что на нашей территории сейчас проводится пилотный режим, эксперимент по уведомлению наших граждан о возбуждении исполнительного производства через направление в их личный кабинет, единый портал госуслуг наших постановлений. Поэтому стандартный такой обычный режим получения нашего бумажного постановления по сути уже исключается. Поэтому я всем рекомендую, естественно, в первую очередь чаще заглядывать в единый портал госуслуг, отслеживать информацию на вашем личном кабинете и, соответственно, принимать там же соответствующие решения. Информация там очень доступная и понятная, и она очень оперативно, быстро до вас дойдет, в отличие от тех же самых отправок классическим способом путем отправки бумажных документов. Как работает служба судебных приставов в майские праздники? Мы работаем очень тесно, работаем в связи с нашими судами.
а суды наши работают полностью в эти соответствующие дни, значит, объявлены нерабочими днями. Поэтому служба будет заниматься своей функциональной деятельностью в те же самые сроки. То есть у нас будет праздничные дни, это с 1 числа по 3 число, дальше идут рабочие дни и выходные дни, соответственно, там, с 9 по 10 число. Это обычный режим работы, соответственно, мы готовы выполнять все свои основные функции. Что касается ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, вот сняты ли они и есть ли понимание, когда могут быть они сняты, чтобы люди могли приходить на личный прием к судебным приставам? Мы очередной раз настаиваем на том, что в любом случае решение всех вопросов возможно, удобно, быстро и безопасно через, опять-таки, тот же самый портал, единый портал государственных услуг. Кроме того, если у вас возникают оперативные вопросы, в том числе связанные, скажем, о наличии, отсутствии ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации, у нас работает колл-центр. Мы рекомендуем нашим гражданам воспользоваться телефонными номерами. Я их назову в эфире. Это 272 1646, 276 62 24. Еще раз. 272 1646, 276 62 24. По этому телефону вас оперативно проинформируют о наличии в отношении вас исполнительных производств и, самое главное, о наличии ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации. 21 апреля президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Вот можно ли получить справки, да, как этот порядок выстроен? На самом деле мы совместно с нашими республиканскими органами власти уже год назад решили проблему, связанную с получением так называемых справок, которые необходимы иногда для начисления соответствующих пособий. У нас есть заключенное соглашение Министерством семьи и труда, многофункциональными центрами. Соответственно, если у нашего гражданина возникает необходимость оформить пособие, при необходимости собирать справки, по крайней мере, с нашей службы, уже отсутствует. То есть вы обращаетесь непосредственно в Центр поддержки семьи, Центр социальной поддержки граждан, и необходимую информацию с нашей службы запрашивается в автоматическом режиме. При наличии исполнительного производства, если, естественно, будет дан очень оперативно, кстати, там время доходит до 2 часов, там иногда очень быстро, за полчаса, эта справка будет лежать на столе у специалиста, который занимается вашим вопросом. Поэтому необходимость обращаться за справкой в нашу службу именно по получению и получению элементов уже отсутствует для наших граждан, для граждан нашей республики. Этот вопрос мы принципиально уже решили уже год назад. Летний отдых впереди, вот-вот уже начнется он. Вот здесь какие рекомендации вы можете дать жителям Башкортостана, чтобы его не испортить? В этот период мы постараемся очень обширно провести работу по информированию граждан о наличии возможности проверить наличие своих долгов на всех ресурсах, которыми мы обладаем. И, конечно же, вопрос стоит не только в том, чтобы, скажем, проверять наличие ограничений на право выезда. Дело в том, что, к большому сожалению, наличие долга нашего гражданина означает, что могут возникнуть проблемы, связанные с обслуживанием своего счета, да, снятием денег с этого счета. Если вы планировали отдых даже в пределах нашей страны, нашей республики, надо быть готовым к тому, что могут возникнуть эти осложнения. То есть могут арестовать машину, наложить какие-то запреты на те же самые счета. Чтобы эти приятные впечатления от отпуска, предстоящего летнего периода, не испортить, конечно же, надо в первую очередь проверить наличие долга. И если у вас есть проблемы, связанные с тем, что этот долг очень большой, разово заплатить не можете, есть еще и другой способ, как этот вопрос отрегулировать. Вы можете обратиться непосредственно в те же самые ресурсно-снабжающие организации, которые с удовольствием предоставят определенную рассрочку исполнения. Те же самые кредитные организации готовы в определенной степени, если вы показываете свою добросовестность, пойти навстречу и, соответственно, отсрочить исполнение вот этих обязательств. И, конечно, остается еще инстанция суда, то есть при наличии определенных оснований вы можете обратиться в суды для получения определенной рассрочки исполнения ваших обязательств. Поэтому мы, конечно, рекомендуем в первую очередь проверить долг, оплатить долг. Если это невозможно, по втором режиме решить возникшие эти сложности. Ну, и если коротко, очень много вы уже сегодня упоминали про госуслуги, да, цифровизация, она уже идет активно. Какие планы у судебных приставов в этой части в ближайшее время что-то вводить, например? Дело в том, что есть проект «Цифровое исполнительное производство», по которому практически все исполнительные документы и все документы, связанные с исполнением этих решений, перейдут в цифру. Поэтому очень важно, чтобы граждане нашей республики имели доступ в единый портал госуслуг, чтобы быть в курсе и не только как должник, но и в том числе как взыскатель, предъявляя эти документы к исполнению. Вся эта работа будет строиться на основе единого портала госуслуг. Спасибо вам большое за очень подробные, достаточно такие четкие рекомендации. Спасибо вам. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был главный судебный пристав по Республике Башкортостан Ильнур Махмутов. И мы говорили о том, как не испортить себе из-за долгов длинные майские выходные, а также летний отдых. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.